практически не видно. Ладно, все, запускаем. Боком. Здравствуйте, уважаемые коллеги, сотрудники Центра сопровождения специального инклюзивного образования приветствуют всех участников вебинара «Организация апробации индивидуальной карты развития ребенка». Данный вебинар является первым, который открывает серию мероприятий по апробации индивидуальной карты развития ребенка. Апробация индивидуальной карты развития ребенка в Республике Коми – это совместный проект Коми Республиканского института развития образования и Коми Республиканской общественной организации родителей «Особое детство». Немного о проекте. Цель проекта – это организация межведомственного взаимодействия между всеми участниками образовательного и реабилитационного процесса, включая семью, через внедрение индивидуальной карты развития ребенка. Необходимо остановиться на технической стороне, наверное, сопровождения данного проекта. На сегодняшний день через сайт Коми Республиканского института развития образования зарегистрировано 24 образовательных организаций. Всем им были разосланы информационные письма о сегодняшнем вебинаре. И просмотрев сегодняшний вебинар, образовательные организации будут уже на своем уровне провести организационные мероприятия с целью принять окончательное решение об участии в проекте. Это будет такое обсуждение с педагогами и родителями, поскольку родители будут являться активными участниками проекта. Хочется отметить, что не обязательно, чтобы в проекте участвовало много человек. Важно, чтобы это были действительно те люди, которые хотят участвовать в проекте. Апробацию индивидуальной карты развития ребенка планируется проводить 1 год. Как я уже ранее сказала, в рамках проекта будет проведен ряд мероприятий. Также будет предусмотрена форма обратной связи через сайт КРИРО, о чем участников будет сообщено дополнительно. При регистрации на апробацию индивидуальной карты развития ребенка в заявках вами указывался адрес электронной почты. Так что для решения организационных вопросов мы будем пользоваться именно этими адресами. Но если вопросы все же будут возникать, вы всегда сможете обратиться к нам в Центр сопровождения специального инклюзивного образования по телефону 28 37 21. Как я уже сказала, в случае принятия вами положительного решения вы в течение 1 года будете проводить апробацию индивидуальной карты развития ребенка. Сотрудники Центра и коллеги наши из организации «Особое детство» будут осуществлять сопровождение данной работы. Также вам будут рассылаться промежуточные формы обратной связи о том, как идет апробация, какие возникают трудности и так далее. Понимая занятость, возможно, это будет анкетирование через Google форму, которая позволит получать оперативную информацию и своевременно оказывать вам методическую поддержку. В процессе апробации ваша главная задача – оценить содержание индивидуальной карты развития ребенка, оптимальность данной карты, качество взаимодействия с участниками психолого-педагогического процесса сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Также мы будем рады всем вашим предложениям по содержанию данной карты. А сейчас, чтобы не задерживать время, я передаю слово непосредственно разработчикам индивидуальной карты развития ребенка, нашим коллегам Посевкиной Юлии Сергеевной и Позюховской Надежде Федоровне. Добрый день, уважаемые учителя. Спасибо большое, что решили поучаствовать в эксперименте. Этот эксперимент для нас большой подарок, потому что мы уж никак не ожидали, что Министерство образования и Институт развития образования настолько заинтересуются нашими разработками, что решит попробовать внедрить их в нашу республику. И мы надеемся, что то, что мы придумали, а мы, если честно, мы не придумали велосипеда, скорее мы объединили несколько велосипедов воедино. И вот то, что мы придумаем, надеемся, что очень поможет нашим детям. Если говорить о нашей организации, то это «Особое детство». Мы существуем 10 лет, работаем в разных направлениях, правозащитная деятельность и реабилитационная. У нас есть свой центр, Центр помощи детям с особенностями развития «Синяя птица». Центр работает 8 лет. И вот так получилось, что мы в себе внутри объединили 2 категории. Мы внутри объединили 2 категории.
Первая категория – это родители детей с ограниченными возможностями здоровья, потому что наша организация родительская, состоит из родителей. И вот уже 8 лет мы не только родители, мы еще и специалисты. То есть мы пригласили опытных, сильных, на наш взгляд, на наш родительский взгляд, специалистов в наш реабилитационный центр. И вот получилась, как мне кажется, некая синергия. Эффект усилился. И на выходе мы имеем вот такой документ, который вы видите на экране. Это индивидуальная карта развития ребенка. Смысл этого документа заключается в том, чтобы решить очень серьезные проблемы, которые, по словам наших родителей и по нашему пониманию, существуют сейчас и в образовании, и в реабилитации, и вообще в работе с особым ребенком, и в том числе в семье. Так вот, когда мы рассуждаем о проблемах и об их корнях, мы понимаем, что одна из серьезных проблем – это недостаточный командный подход. То есть про проблему межведомственного взаимодействия сегодня говорят везде, где только можно. Но на самом деле мы отлично понимаем, что реализовать межведомственное взаимодействие очень и очень сложно. Потому что нужно таким образом организовать всю работу, чтобы она шла эффективно, быстро, все друг друга подхватывали, никто не тянул одеяло на себя, и все это крутилось бы вокруг интересов самого ребенка. Не вокруг интересов школы, не вокруг интересов детского сада там, и родителей, которые, может быть, иногда бывает даже лень, а вокруг интересов ребенка, чтобы именно помочь ему. Так вот, одна из целей нашей программы, вот этого документа, который мы разработали, это обеспечение командной работы всех сторон. Под всеми сторонами мы предполагаем и считаем это крайне важно и школу с детским садом, и реабилитационные государственные центры, и реабилитационные частные центры, и центры общественных каких-то некоммерческих организаций. Обязательно одной из основных ролей играют родители и полностью вся семья. Там, может быть, бабушка играет несет важную функцию в семье, это вполне возможно. Опять же, очень важную роль играет состояние здоровья ребенка, поэтому мы потом ниже скажем о том, что у нас есть медицинский блок в этой индивидуальной карте развития. Вторая проблема, которую мы хотели бы решить посредством индивидуальной карты развития ребенка, это проблема адаптации ребенка к новому педагогу, специалисту, к новому коллективу в особенности. Дети настолько сложные. Мы сейчас говорим о детях, которые не просто с физическими недугами или с интеллектуальными нарушениями. Мы в первую очередь говорим о детях, у которых сложность возникает с адаптацией. То есть это дети с поведенческими расстройствами, дети с задержками психического развития и прочее. То есть дети с особыми образовательными потребностями. Так вот, мы считаем, что если получится внедрить правильным образом, как мы это задумывали, индивидуальную карту развития ребенка, это поможет быстро адаптировать ребенка. Ну и, соответственно, адаптировать к специалисту, к которому приходит новый ребенок, к которому приходит ребенок-загадка, он не понимает его реакции, и вот эта индивидуальная карта развития помогает как раз разобраться поскорее с этим ребенком, потому что у ребенка времени нет, пока специалист разберется с тем, что с ним происходит, и как к нему найти подход. И третье, вытекающее отсюда, решение проблемы, третий путь, это наша карта помогает создать оптимальное реабилитационное пространство. Как мы представляем себе, что это оптимальное, это значит, все работают вместе, ребенку комфортно, но как вы понимаете, что это идеальный конечный результат, этого добиваться будет сложно, но все-таки мы будем к этому стремиться. Итак, особенности индивидуальной карты развития ребенка. У нас виден, да, экран? Да. Отлично. Мы выделили 4 основных, вы видите на экране. Мы выделили номер 1, это родители, которые являются равными партнерами в процессе реабилитации ребенка. Мы сами, как родители особых детей, понимаем, что иногда нас отодвигают в сторону в силу того, что мы не специалисты, мы, может быть, неправильно как-то объясняем какие-то вещи, но в любом случае родители очень хорошо знают своих детей, особенно родители, которые включены в процесс образования, они просто, вытирают ему попу после туалета и кормят его из ложечки. Поэтому родители, мы как раз вас призываем всячески подключать родителей к этой индивидуальной карте развития. И вот отсюда вытекает вторая особенность. Карта хранится в семье, и если у нас получится активизировать родителей и сделать их инициативными, то тогда это дело пойдет.
Мы хотим, чтобы вы привлекли родителей. Если у вас получится, мы будем вам очень за это благодарны. Третья особенность – это все-таки карта, инструмент диалога всех специалистов. Как реализовать командный подход, поподробнее расскажут мои коллеги, а я перейду к следующей особенности. Карта заполняется на протяжении всего детства ребенка. Вот если мы возьмем печатную версию этой карты, она вот она здесь рассчитана у нас на 5 лет. Но можно и дальше заказывать ее и тиражировать, и продолжать заполнять. Кстати, если у вас будет желание приобрести версию печатную, а не PDF-версию электронную, то вы нам сообщите через Институт развития образования, и у нас есть возможность вам его предоставить. Ну, ограниченное, да, бесплатно, конечно, ограниченное количество у нас пока есть. Также мы будем искать финансирование, если это дело пойдет у нас, мы будем искать финансирование на то, чтобы республика нам спонсировала тираж этой карты. Перейдем дальше. На протяжении всего детства вы и заполняете, родители заполняют эту карту. Из чего она состоит, я уверена, что вы уже посмотрели, прежде чем включиться в наш эксперимент. Просто в 2 словах скажу. Есть таких, можно назвать 5 основных блоков. Это общие сведения о ребенке заполняется семьей, контакты специалистов, которыми занимается ребенок, об этом во всем расскажет Надежда. Психологический портрет ребенка, мы так это называем, это его особенности, которые необходимо любому специалисту знать. Расписание жизни ребенка, мы тоже считаем, что здесь очень важно, чтобы все стороны знали, какое у ребенка расписание. Ну и самый большой раздел, он все остальные страницы занимает, это программа комплексного сопровождения. Заполняется всеми участниками процесса. А сейчас я предлагаю слово нашему психологу Центра «Синяя птица» Надежде Пизиховской. Так, кто? Итак, как уже сказала Юля, карта в первую очередь заполняется родителем. Родитель вносит самые необходимые первоначальные данные о ребенке, которые вы видите здесь. Дальше, когда эта страница уже заполнена, родитель переходит к следующей странице, которая называется «Участники процесса сопровождения ребенка». Здесь, когда он приводит ребенка в детский сад или в какой-то центр развития, или даже к репетитору какому-то, проставляется дата начала работы, фамилия, имя, отчество и обязательно должность, телефоны и электронный адрес. Мы считаем, что это нужно для того, чтобы со временем, когда уже, может быть, кто-то вышел из этого процесса, да, и подключились новые педагоги, чтобы они могли, может быть, связаться с предыдущими педагогами, которые занимались с ребенком, и, может быть, более подробно узнать какие-то особенности, которые не попали сюда. То есть участники процесса сопровождения, они записываются от самого начала работы до, вот поэтому мы уделили этому достаточно много места, потому что это могут быть и воспитатели, и учителя, и репетиторы, и учитель физкультуры, и так далее, кто активно участвует в развитии ребенка. Дальше следующий раздел, вот этот, пожалуйста, пока покажи. Что я могу сказать о своем ребенке? Здесь каждая мама или папа, кто берет на себя обязанность по ведению этой карты, заполняет этот раздел. Что я могу сказать о своем ребенке? Он тоже разделен по периодам жизни ребенка от 0 до 3 лет, от 4 до 5 лет, от 6 до 7 лет, дальше младший школьный возраст, средний школьный возраст, старший школьный возраст. То есть в каком возрасте ребенок может начать пользоваться этой картой. Либо вот в совсем раннем возрасте, тогда мы начинаем с этого возраста, родители заполняют карту. Если эту карту приносят чуть старше, от 4 до 5, или школа, или так далее. Если даже ребенок пришел, например, в 5 лет начал, то вот эти разделы от 0 до 3, они тоже заполняются, только постепенно, может быть, мама что-то будет вспоминать. Для того, чтобы родителям было удобнее заполнить эти все графы, мы придумали наводящие вопросы. Почему
Некоторые родители, которые очень активно занимаются со своими детьми, у нас есть такие, они знают и без этих вопросов, в общем-то, что можно сказать о своем ребенке. Но некоторым родителям достаточно сложно, поэтому мы разработали некоторые вопросы, которые помогут родителям заполнить эту карту. Например, как развита речь ребенка. То есть если особенностей в развитии речи никаких нет, естественно, родители ничего не пишут. Может ли сам рассказать или так далее еще, да, что-то. Как реагирует на обращенную к нему речь, как реагирует на уход мамы, например. Если это очень важно. Если без особенностей, то, конечно же, на эти вопросы отвечать не обязательно. У нас есть родители, которые уже ведут карту, еще не отсканировали, но... Сейчас чуть позже мы вам предоставим образец заполнения родителями этих страниц. Что считают важным родители здесь заполнять. То есть это каждый педагог потом будет смотреть и пользоваться этими разделами, этой информацией. Я еще скажу, да? Добавлю. Еще в этом разделе, как вы видите, здесь есть ряд вопросов, которые мы условно разделили на общая эмоционально-волевая сфера, интересы обучения и другое. Это сделали мы не научным образом, а подойдя со стороны родителей, чтобы им было понятно, о чем будет идти речь. И здесь мы как раз особенно ждем вашей помощи. Возможно, вы своим опытом и своим экспериментом сможете дополнить этот перечень вопросов, и он поможет тогда людям. Чтобы обмен для слушателей. А я не знаю, как спуститься-то. Escape свернуть. Теперь куда? Компьютер. Левый угол. Почему? Компьютер. Право. Угу. Сейчас мы найдем. Готово? Где? Так. Пониже. Нет, тут больше ничего нет. Где обмен? С? Наверное. Нет, он не на С. Здесь этого нету. Похоже на обмен. Профиль безымянный, это не то, да? Вот, обмен для слушателей. Обнови. Что обновить? PDF-овский документ, карта. Вот. Я не вижу. Повыше. Вот. Все то же самое. Ее нет. Видите? Обновить надо нажать. Нет. Она была, это куда? Я перепроверял. Куда обновить? Где вы были так. сейчас? Где обновить? Здесь Скажите, обновления нету. Нет, здесь не обновляется. Открыть с помощью. Сейчас, подождите секундочку, мы тут потеряли документ один. Вот. Все. Видит, да, все? Да. Вот это заполняла мама на своего ребенка, его зовут Антон, у него аутизм. Он речью не пользуется. И грубое нарушение в понимании речи также. И вот она написала самые, на ее взгляд, необходимые сведения для педагогов, которые занимаются с этим ребенком. Мама расписала достаточно подробно все. Мама сама занимается ABA-терапией с этим ребенком. И здесь же она вот в графе «другое» она указывает, что ребенок стал быстро развиваться именно с этой терапией. Что очень важно в подходе к развитию этого ребенка. Чтобы было понятно. Так, речью пока не пользуется, может повторять некоторые слова. Пока, дай, мама. Но именно повторять, да, то есть не самостоятельно он их произносит. Может просить, подводя за руку, но чаще просто плачет. То есть если ребенок плачет, значит что-то ему нужно. Не привязан ни к кому из взрослых. На уход родных не реагирует. Когда играет сам, в основном выкладывает ряды. Но в последнее время любит раскладывать по цвету, по форме, может занять себя на 30 минут, часто хнычет, теребит свои родинки. Радуется, когда играет с водой, с мыльными пузырями, злится, если не хочет выполнять задание, начинает хныкать и плакать. Успокоить можно, поменяв или упростив задание. Боится шумных детских игр, закрывает уши и убегает. Не любит касаться пушинок, меха, глины. Пугается громкого голоса, обращенного к нему. С детьми не играет, но может играть рядом, если не шумно. На запрет может начинаться истерика. В детский сад ходит на 2 часа, так как устает, любит играть с карточками. Успешному обучению мешает быстрая утомляемость, тяжело переход
тяжело переходит на более сложные задания, все чаще манипулировать взрослыми начинает, поэтому педагог должен это учитывать. Готов работать, если учитель говорит спокойным голосом. В 2,5-3 года было очень много истерик и не понимал речь совсем. Сегодня огорчает медленное развитие понимания речи и то, что не играет с детьми. Вот, то есть мама пишет, что ее беспокоит. Ребенок стал быстро развиваться с ABA-терапией, папа для него авторитет, он его слушает. Можно отвлечь его планшетом и не дают сладости. То есть этот ребенок вообще находится сейчас на безглютеновой диете. Поэтому педагогам очень важно учитывать, чтобы не дать ему там сушку какую-нибудь или конфетку. Многие пытаются успокоить ребенка. Да, и вот посмотрите, казалось бы, таким простым языком описан психологический портрет ребенка. Если бы, например, этого портрета не было, вот этого описания, сколько бы времени потратили педагоги на то, чтобы понять этого ребенка, сколько бы истерик пережил этот ребенок, сколько бы переживаний, вполне возможно деградация. Очень часто бывает, ребенка отбрасывает назад, когда он приходит к новым специалистам. Не потому что специалисты плохие, а потому что таких детей зачастую очень сложно понять. И вот когда мы помогаем родителям простым языком человеческим, не методическим, педагогическим сложным языком, не научным, описать состояние своего ребенка, ну вот кто бы мог знать, что он боится пушинок, например, и глины, да? Как много у нас всяких занятий, связанных с какими-то сенсорными стимулами. Какие-то он, наоборот, любит, какие-то он боится и со страшной силой убегает от них. И когда мы изначально, педагог имеет вот такое описание ребенка, он сразу же подстроится. И вот мы как раз говорим о той адаптации долгожданной, которая может случиться гораздо быстрее, если у нас есть такое подробное описание. Здесь нужно родителям помогать описывать своего ребенка, потому что вполне возможно, они что-то не вспомнят, и где-то что-то они могут в течение всего года, там, нескольких лет продолжать заполнять, доклеивать листочки, не бояться сделать эту карту некрасивой, все-таки тут дело не в красоте и не в красивом оформлении, а именно в содержании. Так, дальше, когда родители заполнили, еще я хочу сказать, что этот раздел, где родители пишут психологический портрет своего ребенка, он может заполняться не сразу же в один день. То есть я считаю, что педагоги должны помочь родителей настроить, что-то забудут, может быть, что-то вспомнят. Можно даже где-то заполнять сначала карандашом, а потом уже дополнять какими-то еще необходимыми данными. Следующий раздел – это расписание занятий. Оно как раз нам поможет здесь также в комплексном сопровождении ребенка, чтобы каждый педагог видел и знал, где ребенок занимается, какое у него расписание, не перегружен ли он. Так как в нашем же центре был такой случай, когда ребенок занимался одновременно у 3 дефектологов. И, конечно, здесь ребенок был крайне перегружен. И вот это расписание, оно даст возможность каждому педагогу оценить реальную нагрузку ребенка. Так, значит, у нас примерное расписание у ребенка мама заполняет в понедельник. Они занимаются ABA-терапией дома. Она тоже указывает в расписании, что это занятие проходит дома. Дальше с 15 до 16 он занимается с психологом в центре, с 16 до 17 с логопедом и с 18 до 19 опять занятия дома ABA-терапией. Тут мне кажется, что следует указать, что расписание – это не просто расписание занятий, это вообще расписание жизни ребенка. Так называемая лечебная педагогика, когда мы говорим и о режиме, и о занятиях, и вообще о темпе жизни ребенка. И тут можно даже подсказывать родителю, если они где-то что-то ошибаются, перегружают его или наоборот как-то не учитывают периоды, когда ребенок может активно работать, а просто он в это время играет, хотя мог бы заниматься. То есть педагоги, вот вы могли бы подсказать, как лучше построить расписание, но вы когда это увидите, вы поймете, когда вы узнаете получше своего ребенка, своего ученика, вы поймете, как лучше подсказать родителям. Так, следующий раздел – это как раз у нас начинается программа комплексного сопровождения. Здесь первая графа заполняет семья.
Семья пишет, мама, например, работает по EBA-терапии, она работает как раз по устранению эхололий. Она записывает сюда, что она работает с эхололиями. Также она работает активно с нежелательным поведением, закрывание ушей. Он не просто их закрывает, он их заламывает. И в результатах, в рекомендациях внизу она пишет, как нужно работать с этим поведением. При поведении закрывания ушей она ему дает инструкцию «О, нет», говорит ему, и дать 2-3 моторные инструкции. То есть следующие педагоги, они уже учитывают это все и исполняют. Так, еще что заполняют родители здесь, это медицинский блок. Медицинский блок мама пишет, он идет именно со слов родителей, то есть что в данный момент родители дают ребенку, какие-то препараты, например, ту же самую безглютеновую диету, или ребенок заболел чем-то, тоже мама пишет, что он, например, переболел ветрянкой в такой-то период, или еще там что-то, или они поехали на какую-то реабилитацию. Вот все, что пишут родители. Дальше мы передадим слово нашему дефектологу Светлане Ивановне Лютоевой, и она расскажет уже об этом поподробнее. Здравствуйте еще раз. Мы подошли к участникам реабилитационного процесса, да, и я являюсь как дефектологом, тоже участником процесса. В периоде мы описываем краткие задачи, которые ставим перед собой. Например, вот в данном случае мы пишем задание по классификации по признакам цвет и форма. И вторая задача – работа по соотнесению схематичного изображения с сюжетом. Мы не должны писать какие-то обширные планы, программы, которые есть, например, у дефектолога в детском саду, который посещает ребенок. Мы не боимся брать маленькие программы, они не должны нас пугать. Мы пишем, это никак не ущемляет наше достоинство, просто мы пишем те задачи минимальные, над которыми мы поставили. Мы работаем сейчас в данный промежуток времени. Далее это раздел «Результаты рекомендаций». Я хочу остановиться немножко поподробнее. Например, столбец «Результат рекомендаций». В работе, например, вот по данному случаю, по данному ребенку, в работе с карточками отдавать ее в руки ребенку. Как нам это поможет рекомендация другим специалистам? Например, выполняя задание, мы видим, что ребенок, если перед ним кладется на стол карточка, то он не реагирует. Вот, например, в работе с ребенком мы увидели, что если отдавать ребенку в руки эту карточку, процесс идет быстрее, и динамика выполнения заданий улучшается. Вроде как будто маленькая такая вещь, которую как бы можно и не зацепиться за нее. Мы тоже ее здесь описываем для того, чтобы специалисты, которые работают с ребенком, могли понимать, что вот это уже с ребенком опробовано, оно дает хорошие результаты и могут взять на вооружение другие специалисты. И хочется еще отметить, что, например, в одном из периодов может быть, может и не быть видимых результатов. Это не должно пугать. Мы просто пишем, что мы пробовали и какой результат был, например, да, для того, чтобы, например, повторно другие специалисты не тратили на это время, драгоценное время для ребенка. Дальше мы хотим перейти вообще к самой программе комплексного сопровождения. Да? Вот это 5-й раздел этой карты, это самый основной раздел этой карты. В таблице указаны участники процесса. Семья, про которую говорила Надежда. Дальше идет воспитатель или учитель, например, если это школьный возраст. Да? Психолог, дефектолог, логопед, тьютор, если он есть у ребенка, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, другие. Под другими мы понимаем тех специалистов, которые работают с ребенком, например, ИЗО-руководитель. Мы его здесь не внесли, но, например, если специалист занимается с данным ребенком, он просто подписывает ИЗО-руководитель и пишет свои задачи. Сейчас подробнее остановимся на воспитателе, учителе. Как мы уже говорили, человеком, который вообще заявляет весь процесс ведения карты, это родитель. По просьбе родителя воспитатель указывает, заполняет карту, внося в нее актуальные задачи, то, что вы уже говорили, да, по реабилитации ребенка. Те методы и приемы, которые дают положительный или, например, отрицательный результат, для того, чтобы мы, как уже говорили, не повторялись другие специалисты, не тратили время. Далее психолог. Он также делится информацией актуальной по работе с ребенком.
записывает задачи и рекомендации для других специалистов. Еще один участник – это дефектолог. Он также указывает программные задачи свои, коротко, емко, для того, чтобы было понятно другим специалистам, над которыми работает в данное время. Логопед также записывает задачи программные, делится или дает, например, рекомендации, которые могут учитывать специалисты, работающие с ребенком. Мы описываем не только положительные моменты, но и те вещи, с которыми столкнулся, например, педагог и понимает, что, например, что возникли какие-то затруднения, и он использовал какие-то приемы, методы, которые помогли ему преодолеть эти проблемы. Дальше тьютор, если имеется у ребенка, он также заполняет задачи, также пишет рекомендации по режимным моментам каким-то, которые там у ребенка присутствуют. Инструктор по физической культуре, какие задачи он решает на данный промежуток времени, музыкальный руководитель и другие, как я уже сказала, участники процесса. Сейчас Наталья подробнее нам опишет. Следующий раздел участники реабилитационного процесса – это реабилитационный центр. Да, вот то, что сейчас Светлана Ивановна нам рассказала, это относится к тем специалистам, где ребенок посещает, например, детский сад или школу. С ним работает, например, кроме воспитателя, психолог, дефектолог, допустим, инструктор по физкультуре. Или в школе это может быть учитель, там, психолог, логопед. Но кроме этого еще ребенок посещает, например, различные центры. Реабилитационные центры или частные центры какие-то оздоровительные для детей, где тоже там с ребенком занимаются разные специалисты. Так, и значит здесь у нас представлены различные специалисты, психолог, логопед, дефектолог, другие. Что значит здесь могут быть нейропсихолог, например, педагог по сказковой терапии, инструктор УФК и так далее. Вот. И на следующей странице этого разворота у нас есть другие специалисты. Сюда тоже уже вписывают мама сама, то есть сами специалисты вписывают себя, кто именно, чем он занимается, кто именно это. Значит, также, так как мы разделили на периоды, специалист отмечает свой период. Мы взяли за период, можно брать, каждый специалист сам устанавливает, как он будет определять свои задачи, на какой период. Это может быть 3 месяца, например. Так, например, там сентябрь, октябрь, ноябрь. Вписывает сюда задачи, над которыми будет работать данный специалист. Задачи должны быть как можно более конкретными. Например, логопед при работе с ребенком, с неговорящим ребенком может указать такую задачу, как работа над пониманием обращенной речи, речевление различных эмоций, вот, и так далее. Ниже в разделе «Результаты рекомендаций» педагог оставляет свои пожелания другим специалистам, для того, чтобы другой специалист смог увидеть не только над чем работать, но и желательно какие использовать приемы в своей работе. Те же самые, которыми пользуется, допустим, логопед. Тем самым осуществляется взаимосвязь между всеми специалистами. Например, в данном случае логопед может оставить такое пожелание, как использовать в работе простые инструкции. Также в данном развороте есть медицинский блок, про который уже Надежда говорила. Почему он очень важен? Потому что ребенок часто проходит разные процедуры, как правило, родители вводят ребенка и назначаются ему разные препараты, которые так или иначе влияют на состояние ребенка. При этом специалист может заметить, что вдруг ребенок стал особенно вялый, внимание у него, концентрация внимания снизилась и так далее. И специалист сам не может понять, с чем это связано, но в медицинском блоке будет указано, допустим, что прием каких-то препаратов, например, или наоборот, когда ребенок, бывает, что дети возбуждаются от того, что не от того, что, а потому что проходит, например, там
процедуры микрополяризации, да, или БАК, допустим. На всех, потому что влияет по-разному. Специалисту будет это помогать определить. И опять же помогать, как себя дальше вести. Так, вот здесь вот про данный разворот вам рассказали. Спасибо, Наташа. Хотелось бы еще уточнить некоторые моменты. Почему вот это все происходит на одних страницах? Почему это все происходит? Вот, например, смотрите, я курсором показываю, вот, берем период. Желательно бы, чтобы период был общий для всех. В таком случае легче подводить итоги, легче обмениваться опытом. Когда у специалистов разный период, все-таки должны быть разного масштаба задачи, и сложнее обмениваться какой-то информацией. Мы предлагаем за период, но не настаиваем, конечно, это 3 месяца. Так вот построена наша карта. Вот здесь вот я очерчиваю круг, да, специалистов, и на последующих листах как раз будет указан один и тот же период. Например, сентябрь-ноябрь 2019 года. И детский сад, все специалисты, которые там работают, и семья, и реабилитационный центр, в который ходит ребенок, и, может быть, какие-то репетиторы, которых он посещает, все работают в этом периоде и вот в этой линии. Следовательно, мы предполагаем, что вот такое построение индивидуальной карты развития как раз поможет обеспечить индивидуальный подход. Потому что каждый составляет задачи без отрыва друг от друга. Вот я просто приведу вам пример. И когда один специалист планирует одно с ребенком, другой планирует другое, я уже не говорю о методах, которые они используют, потому что очень часто методы взаимоисключающие, которые противоречат один другому. И от этого динамика значительно замедляется, а иногда наоборот происходит регресс. Поэтому работать в связке помогает вот как раз наше индивидуальное какое-то развитие, как мы предполагаем. Вот, например, смотрите, я вам просто зачитаю задачи, которые поставил психолог нашего центра для этого мальчика Антона, у которого расстройство аутистического спектра. Вот он недавно заполнял в сентябре месяце. Нужно работать по инструкции с ребенком, нужно изучать действия по образцу, образец такой «делай как я», и работа в паре с другим ребенком по закреплению полученных навыков. Берет логопед эту карту, смотрит, какие задачи перед собой поставил психолог, и в унисон этим задачам ставит свои задачи. Работа по устроению эхололий. Работа с глаголами, он берет те же глаголы, которые изучает вместе с психологом ребенок. Понимание простых бытовых действий. Вот там было у нас «делай как я», и здесь тоже логопед берет, в том числе и «делай как я», и таким образом усиливает результат. Что делает дефектолог? У дефектолога свои задачи, но они могут абсолютно вливаться в задачи психолога, логопеда и мамы с папой, кто там, смотря, занимается. В это время дефектолог берет задание на классификацию, но он берет по признакам цвета и формы. Если мы вернемся к тому, что написал у нас психолог, да, он как раз в вот этой вот графе рекомендации у нас записал, что по пункту номер 2, то есть действие по образцу «делай как я», брать только 2 признака предмета цвет и форму. Поэтому дефектолог понимает, что ребенок как раз работает над 2 признаками цвета и формы, и он работает вот как раз задание на классификацию по признакам цвета и формы и так далее. Вот здесь вот, нижняя где-то у меня курсор, вот эта нижняя часть, может быть, даже в какой-то степени важнее, чем вот эта часть. Здесь мы ставим какие-то, может быть, в какой-то степени не всегда выполнимые задачи, так бывает. То есть здесь мы даем друг другу рекомендации. Например, ребенок агрессивно реагирует на слово «молодец». Ему нельзя говорить слово «молодец». Я это понял как психолог, например, просто занимаюсь с ним давно. Я понял, и я здесь пишу, не говорите Антону слово «молодец», говорите «хорошо». То есть вот такие маленькие нюансы, они могут как затормозить ребенка, как ввергнуть его в тяжелую какую-то фрустрацию, может быть, даже, так и, наоборот, подтолкнуть и быстрее адаптировать ребенка к педагогу, а педагога к ребенку. Все-таки речь идет о взаимной адаптации, мы бы так сказали. Вот, например, совет логопеда всем остальным специалистам. Он говорит: используйте в речи следующие глаголы: положи, возьми, принеси, дай, держи.
Это значит, что логопед в это время работает с этими глаголами. И мы представляем, что мы начали работать с этой картой с этими картами с прошлого года, и мы уже видим, что результативность значительно возросла. Вот, например, дефектолог работает с карточками, и он рекомендует, что в работе с карточками нужно отдавать ее в руки ребенку. Вот маленький момент, отдавать в руки. Вот пока карточка находится в руках у педагога, ребенок ее не видит. Вот мы говорим про Антона. Но как только эту карточку педагог вкладывает в руку ребенка, все, ребенок включается в работу, и он начинает работать. Это момент, казалось бы, но он настолько важный, он абсолютно стопроцентно влияет на эффективность этого конкретного занятия. Вот, например, у нас в центре работает прекрасный хореограф, и она пишет, что она работает с мячом, и тоже действия по образцу. То есть обязательно, смотрите, это все коррелируется с тем, что делают другие специалисты. И используют одни и те же инструкции, чтобы у ребенка, особенно если у него тяжелое нарушение речи и понимание речи, как раз краткие, одинаковые инструкции просто жизненно необходимы, чтобы он включался в то, что происходит. Также она занимается зеркальной имитацией движений. Вот если вы запомнили, там тоже «делай как я», это тоже имитация движений, но уже с включением каких-то предметов дефектологического характера, то есть каких-то там предметно-практической деятельности. То есть здесь имитация движений. Мы стоим, вот тут пишет хореограф, зеркальная, то есть перед зеркалом он имеет в виду. Антон перед зеркалом, ему трудно выполнять. Хореограф поставил такую задачу. И он дальше ниже, вот в этой части, здесь, кстати, подписывается лучше фамилия хореографа, чтобы было понятно, к кому обратиться, отлистнув страничку, где написаны контакты всех специалистов, и позвонить и уточнить. А вы знаете, Юлия Евгеньевна, я вот не понимаю, что вы имеете в виду под зеркальной имитацией. Потому что терминология бывает очень непонятная, и каждый по-своему. Вот для этого и нужна та страничка с контактами. Так вот, хореограф советует, что если перед зеркалом у ребенка не получается имитация, я становлюсь напротив ребенка. То есть для него сложнее перед зеркалом, легче напротив. Для каких-то детей наоборот. И вот эти вот маленькие советы, которые на самом деле являются очень серьезными советами друг друга, объединяют педагогов и создают как раз ситуацию по-настоящему командной работы. Поэтому мы очень надеемся, что вы заинтересуетесь этой картой по-настоящему, сможете вовлечь в работу в первую очередь родителей и своих коллег, не будете стесняться звонить после работы своим коллегам из других организаций, задавать им вопросы, а как вы поработали вчера с этим ребенком, а что-то он у меня капризничает, потому что именно это гораздо эффективнее скажется на работе с ребенком, чем любые другие, как мне кажется, записи и чтение любой литературы. Поэтому еще раз благодарим вас за то, что вы включились в этот эксперимент. Я очень надеюсь, что вы доведете его до конца, чтобы прочувствовать все плюсы и минусы нашей карты. Раз это эксперимент, следовательно, мы предполагаем, что там есть минусы, и мы с удовольствием их исправим с вашей помощью. У нас будет форма обратной связи, о которой говорила Татьяна Владимировна. Скоро мы проведем второй вебинар. Ориентировочно это будет ноябрь. Да, ориентировочно ноябрь. И мы очень хотим, чтобы на второй вебинар вы пригласили родителей уже. Потому что нам есть что им сказать. Мы как родители можем повлиять на них тоже. И поэтому, пожалуйста, включайтесь, зовите родителей и сделайте все-таки родителей своими партнерами. И это в разы увеличит скорость работы с ребенком, то есть динамику его. Я заканчиваю. Татьяна хотела еще сказать. Да, но мы вот с Юлей тут уже немножечко обсудили, да, то есть вот карта разработана уже как идея, да, так скажем, рыба такая методическая уже, да, она есть уже. Центр девочки, коллеги с центра уже опробировали, начали работу по этой карте, у них уже есть свои какое-то видение этой карты. Может быть, у вас появятся какие-то свои модели, свои наработки по именно работе с этой картой. Это тоже будет неплохо, да, и будет интересно, и, может быть, и другим участникам, поэтому, да, это тоже не возбраняется делать, пожалуйста. Не возбраняется ничего, только не ждите ее. Вот, как бы такое небольшое дополнение. Ну, на этом мы, наверное, заканчиваем наш вебинар. Спасибо за внимание. Успехов. Да, увидимся в ноябре. Вы можете на нашей, сейчас, секундочку, я еще кое-что вам покажу до эскейпа.
Вот, смотрите, тут все написано, вы это можете прочитать. У нас есть группа ВКонтакте «Педагоги без границ». Вот она здесь написана, и пока я буду говорить, вы можете ее записать. Там мы размещаем методические материалы. Замечательная группа. Да, потихонечку ее наполняем. Методические материалы не просто так вот, лишь бы сбросить. Мы проработанные нами методические материалы, которым мы доверяем, которые нам нравятся. И там мы как раз очень надеемся организовать некий форум. Если у вас будет желание, мы создадим обсуждение индивидуальной карты развития, чтобы вы могли скидывать свое мнение, задавать вопросы друг другу, отвечать друг другу на вопросы, если кто-то решил какую-то проблему, которая возникла. Вообще просто нам сообщать о проблемах. Поэтому хотелось бы работать в таком онлайн-режиме. Это вот наша почта. По этой почте вы можете тоже нам задать вопросы, если вы не захотите это сделать в форме публично. Мы постараемся на них ответить, если сможем, особенно если сможем, ответим. И последнее, вот прочитайте вот это. Но карт у нас немного. Осталось 100. Было 200. Поэтому раздадим, особенно если вы оплатите обратную стоимость почты. Тогда мы с радостью вам вышлем хоть все. Поэтому всего вам хорошего и до новых встреч. Так, надо закрыть, выйти.